Потомки ижемцев, которых 100 лет назад раскидало по всему северу страны, ищут своих родственников в Коми. За помощью они обращаются в музей, архив Ижемского района, а также в межрегиональную организацию Ижветес. Просьбы о помощи стали регулярны. Добровольцы перелопачивают старые церковные книги, чтобы помочь землякам, которые сегодня живут уже за пределами республики. Елена Кононова продолжит. В селе Краснощелье Мурманской области ижемцев из Коми встречают местные Ижветес. Их предки переселились сюда больше века назад. Хозяева тут же начинают расспросы, кто из какого села. Интерес отнюдь не праздный. Так мурманские Ижветес надеются найти родственников. Одна из местных жительниц, например, пытается узнать у Григория Пыстина, знаком ли он с ее родней, которая живет в Деюре. Григорий Иванович Канев. Григорий Иванович Канев. Там сперва дом Ирины Уваровны на берегу, а потом его дом, когда едешь в Краснобор с левой стороны. У Валентины Мартухович тоже есть родственники в Коми, только она с ними ни разу не встречалась, а хотела бы. А в Коми у вас кто-то из родственников проживает? Ну, проживает, но мы как-то не общаемся, мы не знаем. Мама еще общалась, ездила туда, а мы нет, мы не знаем. Ну, может быть, этого уже и не надо, да? Ну, интересно, почему познакомиться. Потому что все равно и по маминой линии, и по отцовской линии. Более 100 лет назад предков этих ижемцев нужда заставила покинуть родные края. Тогда оленеводов Коми края разбросала по всему северу страны. Сегодня их потомки проживают в Мурманской области, Ханты-Мансийском и Ненецком округах и часто приезжают в нашу республику, на родину своих предков. Это съемки 3-летней давности. Иосиф Артеев приехал на свою историческую родину Мохчу из села Мужи, что недалеко от Салихарда. На Ямал его прадед и дядя переехали еще в 1847 году. Спустя 1,5 века 83-летний мужчина решил найти своих родственников из рода Бырода. И ведь нашел. Здравствуйте. 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 Вот сейчас родбушься корще. Гашка ты верманный дот самный, та дедья со смунлама. Вот человек ищет своих родственников. Может, вы сможете помочь? Как вашего деда звали? Быроды? Дядя моего хозяина были рода Быродов. Вот и свиделись родственники. Те, кто не может приехать в Коми, обращаются за помощью в Ижемский музей. Заниматься поисками родственников приходится почти каждую неделю, говорят сотрудники. Иногда для этого достаточно просто опросить сельчан, а иногда приходится покопаться в церковных книгах. Благо в фонде музея их 30, самая старая велась 1799 года. Когда они обращаются к нам, мы тут же начинаем искать. Если не получается, мы смотрим церковную книгу, ищем корни. Церковные книги есть и в фондах музея, и архива. Когда у нас получается, и мы довольны, и они. Поиски сотрудников музея почти всегда заканчиваются успешно. Иногда бывает даже, что ищут одного человека, а находят сразу несколько родственников. Елена Кононова, Елена Хозяинова, Анатолий Канев, телеканал Юрган. Ижемский диалект коми-языка представляет научную ценность. Об этом заявили представители Швеции и Германии, которые сегодня подвели первые итоги международного проекта старейшего вуза Европы Упальского университета Швеции. Зарубежных специалистов говор Ижветес заинтересовал тем, что на сегодня выходит далеко за пределы нашей республики и встречается даже в Финляндии и в Норвегии. Исследования стартовали в прошлом году. Следующим этапом станет Ненецкий округ, где тоже живут ижемцы. Ученые должны ответить на вопрос, есть ли отличие между местами компактного проживания и как изолированность сказывается на развитии языка. Что интересно для теоретичной лингвистики, для лингвистики, которые изучают языковые контакты, интересно, что коми-ижемцы живут сегодня на разных местах в диаспоре. Да, и там они не так близко связаны, например, к Сыктывкару, а другими там центрами. И они контактируют не только русский язык, а также и другие маленькие там языки. Это очень интересно. Это получается, что диалект, ижемский диалект в этих островах развивается немножко по-разному.
презентации отмечается, что несмотря на отсутствие самостоятельного статуса, ижватас считают себя особой этнической группой. Впрочем, выделить местный диалект как отдельный язык невозможно. Для этого нет ресурсов. Все материалы экспедиции собираются в электронный архив, чтобы максимально сохранить северный язык будущих исследований.